Добрый вечер, в эфире ОРТ, программа «Здесь и сейчас». В Москве прошли переговоры делегации Чечни с первыми лицами российского государства. Ну, конечно, не те переговоры, о которых говорил лорд Джад, но все-таки переговоры. На самом деле, очень важные, и такие прошли впервые. «Здесь и сейчас» исполняющий обязанности главы Временной администрации Чеченской Республики Хасан Мусалатов и глава администрации одного из крупнейших Шалинского района Шарип Алихаджиев. Добрый вечер, господа. Кому сейчас реальная власть принадлежит в Чечне? Добрый вечер. Военным, вам, Гантамирову, Масхадову? Власть, прежде всего, принадлежит народу, я бы так сказал бы. Кто представляет народ? Народ представляет те, которые сегодня возглавляют администрации всех уровней на территории Чеченской Республики. Сегодня действительно у нас была целый день встреча. Началась она с утра у нас, вместе запланировано по протоколу 1 часа. Длилась встреча наша более 3 часов. Только с Путиным, не считая еще встреч в Думе и в Совете Федерации? Ну, тут трудно сказать. Во всяком случае, сразу Владимир Владимирович призвал нас быть предельно откровенными и дать информацию ту, которая на самом деле имеет место быть на территории Чеченской Республики. И разговор действительно был предельно откровенный. И мы почувствовали все, это не только признание к нам сегодня, которые возглавляем те или иные структуры исполнительной власти, это прежде всего признание народа, живущего на территории Чеченской Республики. Шарип Александрович, вот если вы тоже считаете, что глава администрации, пусть временной, пусть в этой сложной ситуации между войной и миром, является реальной властью, чем вы можете доказать реальность власти сегодня? Нет, я хочу заметить, что глава администрации – это не временная структура, глава администрации – это постоянная структура. Реальность ситуации, что мы контролируем все действия в своих районах, независимо, есть там комендатура или нет, работаем совместно с комендатурами, и, я думаю, обеспечиваем народ свой и гуманитарной помощью, и пенсиями, и пособиями, и заработной платой. Это очень важно, потому что, в общем, реальная власть, она же зависит от денег, правда? Естественно. Конечно. Поэтому я хотел бы уточнить, Саша. Дело в том, что временная администрация, это называется уровня республики, то есть субъект Российской Федерации, то есть Чеченской Республики. Районные звенья – это власть, которая называется администрация, районная администрация довольного района. Поэтому тут давайте не будем путать. Нет, я-то за то, что она постоянная, просто боюсь быть впереди поезда в этом смысле. В конце февраля было сообщение, что в Наурском районе начался сев. Сегодня, вот, потому что говорил и Путин, я так понял, что большие-то проблемы там, и сев не начался, и денег нет, и они где-то застряли, называется почему-то Моздок. Мы на встрече действительно говорили об этом, проблемы действительно есть. Мы говорили о всей территории Чеченской Республики, но на севере, в частности на Наурском районе, действительно посевные работы ведутся. Но эти 342 миллиона, они в Моздоке. Когда вы их получите? Значит, когда получим, мне трудно сказать, но я думаю, что сегодня, после такой встречи и обращения Владимира Владимировича к соответствующим структурам, в частности, Министерства финансов, у нас вечером появилась информация, что деньги уже на месте. И вы можете это контролировать, да? Наверное, да. Да. Я почему спрашиваю, потому что вот взять Дагестан, было перечислено 1,5 миллиарда рублей на восстановление Дагестана, и сейчас возбуждено уже 15 уголовных дел о хищениях этих денежных средств. Собственно, они не контролировались, чтобы такого не получилось и здесь. Но нам трудно судить, что в Дагестане творится. Мы говорим о том, что конкретно Чеченской Республике. Но у вас есть гарантия, что такого не произойдет? Во всяком случае, мы будем жестко отслеживать эту ситуацию. Хочу вас спросить об истории с Салманом Радуевым. Вот вы можете что-то добавить к тому, что уже говорилось? О том, как его поймали? Нет, только из средств массовой информации. Я лично его никогда не видел, но голос мне показался похожим на Салмана Радуева. А вы когда-нибудь видели его? Нет, тоже по средствам массовой информации, по телевидению. Так, вживую я его не видел, но все говорят, что это он. То есть очень многие люди спрашивают, в Лефортово находится, ну вот можем сейчас там эти кадры повторить, в Лефортово находится тот человек, который является Салманом Радуевым, или это кто-то другой, потому что уж больно он не похож на себя? По всей информации тот именно. Дело в том, что он прошел уже ведь операции, много пластических операций, поэтому действительно черты лица резко не изменены. И по имеющей нашей информации, что последний год после того известного ранения, он носил бороду как бы типа протеза бороды, да, наклеивая бороду. И он постоянно был в очках, как вы помните. А сейчас вроде показали его лицо, мне лично трудно судить. Но голос похож. Электричество. Главное, что связано с жизнедеятельностью районов. В равнинную часть Чечни сегодня должно было возобновиться
должна была возобновиться подача электричества. Это произошло? Не сегодня, с 13 числа до нашего вылета еще в Шалях, на подстанции Шали, есть электричество, есть напряжение. Ну вот вам повезло. Я так понимаю, что в Урус-Мартановском еще нет. Хотя тоже обещали в тот же день. Нет. Нет, не тот же. Нет, уважаемая Саша, нет. Поправьте меня, поэтому я мы не знаю, с общаемся. каких источников вы информации. Как всегда говорят журналисты, из очень проверенных. Ну, может быть. Но в данном случае на официальный источник, в частности, это та власть, которая сегодня есть, нравится, кому-то не нравится, мы этой информацией не располагали. Сегодня подача электроэнергии идет по плану. Например, в Шали, как сказал Шарип Усамович, в Аргуне, кстати, подача электроэнергии. И осталось только 3 района у нас, которые обесточены, так скажем. Это горный район, это Нажаюрт, Нажюртовский район, Веденский, Шатойский район. А в Урус-Мартановском все нормально, да? Подача уже есть, но там внутренние разработки, естественно, будут проводиться. Тогда вот еще про газ. До 1 марта планировалось начать подачу газа. Это произошло? Где? Ну вот в Чечне, я В Чечне ориентируюсь по практически сводкам. 80% газом обеспечены. До 20 февраля обещали восстановить связь. Это получилось? Есть восстановлена связь настолько, насколько это можно в наших условиях. Ну да, когда все разбомблено. Во всяком случае, с комендатуры, с главом администрации у нас связь есть. И на Москву можно связаться без проблем. С Москвой, с другими регионами России можно связаться. Возьму у вас телефоны по окончании, чтобы иметь более точную информацию. Внутри, на территории Чеченской Республики, мы имеем связь с комендантами, с главами районных администраций. А также, естественно, за пределы мы тоже можем выходить, у нас связь есть. С 1 марта должны были начать работу школы и больницы. Это получилось? Хотя бы частично? У вас информация неправдивая, не то, что с 1 марта. Администрация Шалинского района начала работать 6 декабря. И я вам скажу, с 12 декабря уже в Шалях газ. И где-то с числа 15 декабря работают некоторые школы. В остальном все школы сейчас по Шалинскому району застеклены, и дети учатся. А в остальных районах? Значит, Александр Александрович? уважаемый Саша, дело в том, что я не знаю, откуда у вас эти даты названы. Ну, видимо, я сегодня просто Значит, на за всех всей журналистов России территории отвечу. Чеченской Республики было около 400 школ. На сегодня 80% школ работают. Восстановленный и учебный процесс начался. Как говорил недавно наш классик известный, процесс пошел. В плане образования, школьного образования. Так нравится наш оптимистичный разговор Но это сегодня. факт. Даже смущен. Это факт. На 50% есть наполнение книгами, тетрадями, ручками, всеми школьными принадлежностями. В этом смысле можете ли вы, раз вы так уверенно и спокойно меня переубеждаете, можете ли вы планировать свое будущее в плане того, рабочие места, зарплаты, пенсии, жилье? Как дальше будет восстанавливаться Чечня? Сегодня, в принципе, социальные пособия в виде пенсий, детских пособий, заработная плата всей бюджетной сферы, она восстановлена. И она идет. И идет по мере высвобождения районов. Еще раз повторяю, 3 района, названных мной несколько выше, это Нажаюртовский, Веденско-Человский и Шатойский район, пока еще нет. Ну там понятно, там еще боевые В действия. остальных районах все пособия и заработные платы выданы. Где-то по январь включительно, где-то уже за февраль выдали. В целом выстроилось. А как же так, вот, например, того же Радуева поймали на равнинной части же, где уже мирная жизнь? Как он там оказался? Наверное, это если- вопрос не к нам. Не к вам, но я просто Соответственно, структура, остался. наверное, есть, они знают это держат. Мы занимаемся собственным созидательным трудом, обеспечивая все те сферы, которые для человека и для человека, прежде всего для человека, естественно. И обеспечивая рабочие места появляются уже, заводы, фабрики. Вот Шарип сейчас может подтвердить мне, и вы в районе уже некоторые государственные. Даже работают предприятия, да? Да, некоторые предприятия уже работают, и вот сегодня мы ставили вопрос перед Владимиром Владимировичем Путиным, и он нам обещал оказать в этом усиленную поддержку. Мы вели разговор о восстановлении стратегического объекта нашей республики, также он находится в моем районе, это цементный завод, кирпичный завод, птицефабрика Северокавказская, это в Ахтурах, где находится сейчас группировка «Восток». И когда реально это все восстановить, на ваш взгляд? Реально, вот сегодня-завтра в течение 3-4 дней разрабатывается программа социально-экономического развития Чеченской Республики, и в этом все будет отражаться. Ну что ж, Думаю, мы в будем- течение месяца, 1,5-2 мы начнем работы реально по восстановлению промышленных объектов. Тем самым мы обеспечим свое население рабочими местами. Ну, очевидно, да. Я очень благодарен вам, что вы пришли, и мы будем следить за этими сроками. Вообще, ваш оптимизм меня очень, честно говоря, радует. Видимо, пришла весна. Будем планировать мир. Может быть, тогда и война закончится быстрее здесь и сейчас.
телекомпания «ВИД» по заказу ОРТ.